Мінекей мына дүкенде, мен білмеймін қазір шыққанда адресін жазып алам. Қазақ тіліне қарсы шығып тұр, мемлекеттік тілде сөйлеген үшін провоцирует дейді. Маскасыз тұр. Мінекей ана елді. Маған жаңа видеоға түсіріп алдым, қызмет көрсетпеді. И маскасыз тұр, тағылмағанда. Вот эта женщина ходит с камерой, провоцирует всех, специально стоит, разговаривает на казахском. А казахский отменили? Казахский отменили в Казахстане? Казахский, ну в смысле, у нас же здесь большинство национальностей живет. Вы должны разговаривать так же. Я понимаю, что вы казашка. Никто здесь не нацист. Вам грубого здесь ничего не говорили. Это во-первых. А я провокатор, да? Нет. Во-вторых, вы же сейчас сказали. Женщина вас попросила, вы же можете на русском разговаривать. А почему-то я должна на вашем языке говорить. Казахский никто не отменял. Мы вас не заставляем, просто можно. Вы сказали, провоцирую я. Нет, можно же уважение проявить и разговаривать. А вы почему к нам неуважение не проявляете? Почему вы к казахскому языку уважение не проявляете? Приходят, разговаривают, я как могу. На казахском языке я? Я не разговариваю на и всех обзываете на провокатором. Так сіз маған күріш беріңізші. Күріш бар ма сізді? Сіз міндеттісіз. Сіз никак можете, а вы обязаны, согласно закону о правах потребителей. Мы обязаны, такого закона нет. Покажите мне бумажку закона, что мы обязаны. У вас интернет есть? С вами на казахском. Интернет есть? Интернет есть. Вот, прогуглите. 2010 года закон о правах потребителей, 24 статья. Убрали уже. Я знаю, посмотрите, посмотрите. Я знаю закон. Нет, посмотрите про Google. Закона нет. Посмотрите, Грамотейка, посмотрите. Мнеки, тут выступают русскоязычные против языка государства. У нас в Павлодаре вот такие вот шовинисты. Я бы сказала, нацисты, которые против языка государства. Они меня провокатором обзывают, они меня заставляют, дискриминируют, говорят, чтобы я говорила на русском языке, уважение, чтобы я к ним имела. А когда как в стране, в которой они проживают, никакого уважения нету. Полюбуйтесь на них.